Безопасные и качественные автомобильные дороги меняют облик столицы. Вот так сейчас выглядит одна из главных транспортных артерий города. Ранее здесь провели комплекс важных для города работ. Заменили магистральный водовод и реконструировали ливневку. По всей ширине проезжей части теперь новый асфальт. Октябрьский проспект на этом участке официально стал шестиполосным. Работами довольны, но у нас остались небольшие замечания, на которые мы сейчас обращаем внимание. И мы видим, что на это обращают внимание и автомобилисты, которые проезжают по этой дороге. Это некоторое заглубление люков от дорожного полотна. Это чувствуется по ходу движения машины. Мы на это сейчас обращаем внимание. И, конечно же, такие вот... Это в пределах допустимого. В пределах допустимого, но такие недочеты на будущее мы точно будем учитывать и очень четко на это будем указывать. В стадии завершения работы на улицах Карла Маркса, Красных Партизан и на подъезде к Красной горе. По окончанию ремонта комиссия оценивает качество, делает приемку и подписывает акт. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова лично проинспектировала несколько отремонтированных улиц. Не без претензий. У меня каких-то претензий к дорожному полотну нет, у меня больше претензий к бордюрам. Да, к газонам, к деревьям, которые вокруг, к столбам освещения. То есть в целом, конечно, при таком хорошем дорожном полотне, впечатление ухудшилось, скажем так. Да? Вот какая-то есть у нас неухоженность, и мы комплексно не подходим к вопросу, а ничего хорошего из этого не получается. Вот те же самые заезды. Да? Вроде само дорожное полотно хорошее, а заезд недоработан, недоделан. Ну вот на эти вещи тоже нужно обращать внимание. Гарантия на ремонт 5 лет. Выявленные дефекты устраняет подрядчик за свой счет. Например, на пешеходном переходе перекрестка улиц Орджоникидзе и Первомайская после прошлогоднего асфальтирования стали собираться лужи. Пришлось поднимать уровень. Впрочем, эта история скорее исключение. Подрядные организации стараются полностью соблюдать технологию ремонта, иначе себе дороже. Изначально это соблюдение технологии укладки асфальтобетона, температурный режим. Также и немаловажно это соблюдение чистоты во время производства работ. Есть еще один немаловажный фактор – это сами водители. Потому что зачастую в нашем городе при производстве работ водители, так сказать, не проявляют уважения и прямо на свежеуложенный асфальт заезжают и паркуются. В столице Коми второй год применяется схема синхронизации действий ресурсников и дорожников. Истории, когда раскопки и замену труб проводят аккурат по новому асфальту, теперь будет гораздо меньше. По улице Серова газовики проводят работы в рамках республиканской программы. Проводят газ, и тоже получилось так, что некоторые газопроводы должны пройти под дорогами, которые мы сделали по БКД в прошлом году. Поэтому мы встречались с газовиками, переделываем теперь маршрут. Не хотелось бы, чтобы те дороги, которые мы сделали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», чтобы мы полотно потом перекладывали. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на следующий год запланирован ремонт 14 сыктывкарских дорог. Общая протяженность 13 километров 676 метров. Особое внимание уделят подъездам к школам, детским садам и другим социальным объектам. Их инвентаризация уже проведена, составлен перечень. Завершающим этапом станет формирование муниципальной программы поэтапного ремонта улично-дорожной сети столицы. Алексей Корчма, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.